Да, за что мы оплатили? Хотя нет. Грани не такие острые. Но давайте посмотрим, за что такая сумма. Коробка у нас белая, потому что меньше чернил. Мы же говорим о матери природе. Сам iPhone, который, честно говоря, мало как изменился, вот вы видите какую-то разницу в сравнении с 14 Pro Max. Я, честно говоря, не вижу. Да, рамки скошенные, это реально ощущается. То есть зря быканул, здесь хорошо. И плюс он легче на 20 граммов, и это тоже ощущается. Но еще больше это будет заметно при сравнении 14 Pro и 15 Pro. Мелких. Ну хорошо, это приятные изменения. Причем, слушайте, углы скосили не только на задней части, но и спереди. И это не стекло закругленное, хотя может быть совсем чуть-чуть, а именно рамка. В этом плане приятно удивили. Плюс рамка сама теперь у нас титановая. Она собирает меньше отпечатков пальцев, но только в том случае, если у вас светлый iPhone. Если он такой же темный, как у меня, то, к сожалению, он будет собирать отпечатки ровно так же, как предыдущая хирургическая сталь. Что касается цвета, это синий титановый. Согласитесь, на камеру он смотрится, ну, прям очень круто. Мне нравится только на камеру, потому что вживую он какой-то слишком нейтральный, слишком темный и больше всего, наверное, походит на серый 14 Pro Max. Вот как ни странно. На камеру это не передать. Поэтому из 4 доступных цветов — голубой титановый, серый титановый, белый титановый и натуральный блондин, то есть титан, надо брать именно последний. Он хотя бы и смотрится как-то по-новому. Ну и если уронить такой, то коцку будет заметно не так сильно, потому что там натуральный цвет, там внутри такой же цвет. А вот все остальные, они уже покрашены. Это PVD-покрытие, которое, конечно же, со временем начнет слазить. Не так же, как это было с 5-м айфоном, но примерно в ту степь. Так что берем, если, конечно, берем натуральный титановый, и в обзоре полном мы будем говорить именно про эту версию, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить, а этому ролику можете лайков отсыпать. Помимо этого, в коробке вы можете найти инструкции, где ничего полезного нет, наверное, за исключением вот этой бумажки, где написано, что есть сим теперь в айфоне, это прекрасно, вам сим-карта обычно не нужна, но это американская версия, понятно. А также кабель Type-C на Type-C, он плетеный, и, по идее, его должно хватить надолго. Ну, по крайней мере, в это хочется верить. А теперь, внимание, уважаемые знатоки, вопрос. Что в черной коробке? Это комплект от iPhone 11 Pro. Прошло-то всего 4 года, но там с вами мы можем наблюдать, ну, понятно, это инструкции, зарядник есть, наушники есть, а также кабель. Маэстро, можете мне дать ваш 11 iPhone Pro? Вот хочется подробно показать и сравнить ощущения. Ну, конечно, чехол уже сильно поюзанный, натуральная кожа все-таки, от которой тоже отказались. Но, да блин, это просто шедевр. Вот это, я понимаю, лежит в руке. Тонко, премиально, камеры не торчат, цвет-то какой классный. А теперь берем iPhone 14 Pro Max. Ну, как будто, вот, знаете, как будто бы Nothing Phone 2 в руку взял. Он и легкий при этом, да. Здоровый, с этими скошенными гранями. Но вот умели раньше делать классные телефоны, правда. Да и о комплекте говорить уже не приходится, потому что тогда это хотя бы комплектом можно было назвать. А сейчас что? Ценность айфонов, комплект, подача, все это поменялось. Но, тем не менее, до сих пор все смотрят презентацию Apple, обсуждают ее, потом смотрят обзоры, обсуждают обзоры, в конечном итоге покупают новые айфоны. И даже сейчас скучно это? Ну, конечно. Но все равно iPhone по-прежнему самый желанный и самый обсуждаемый телефон даже в России. Скажете, не так? Да я вас знаю. Даже вон трафик на Pornhub во время преза упал на 11%. Но комментарии все, конечно, одинаковые из года в год. Что за говно, никаких инноваций, цены просто огромные. Но, тем не менее, опять-таки, даже в России, по предзаказам у операторов наших, за оверпрайс показатели лучше, чем в предыдущем году. То есть ругаем, но покупаем база. А я вот вообще сижу на 10-м Zenfone, и все у меня прекрасно, мне все нравится. Маленький, компактный, руку не режет, держит зарядку просто потрясающе. А от Apple я ничего не жду, мне этот мир уже понятен. Жду вот презентацию новых пикселей. Но вы ж не про это пришли послушать. Вы пришли удивляться, как это так? Купил iPhone вот этот за 1 000 000 рублей. Как и зачем? Ну, зачем, это понятно, потому что, к сожалению, подобные ролики и подобные обзоры собирают больше, чем что-либо другое. А вот как? Ну, здесь тоже все ясно. Продажи официальные 22-го. Мы этот телефон получили еще сегодня ночью. И, конечно, чтобы получить iPhone за 2 дня до старта продаж, нужно, как ни странно, потратить кучу денег. А именно 1 000 000 рублей. Благо, не свой. Ребята из Big Geek помогли достать этот iPhone. Вообще сумасшедшие типы. Заплатили 1 000 000 рублей за iPhone, чтобы мы его вот так сняли. Ну, классно же, однозначно.
Поэтому переходите по ссылочке в описании к ребятам. Там вот буквально на днях можно будет эти самые новые айфоны уже и прикупить, как и любую другую технику Apple. Да, дорого, но такова соляви. Хочешь новый iPhone – плати. А теперь минутка про настоящий безлимитный интернет. Практически во всех смартфонах есть eSIM. В айфонах есть, в новых, старых. Есть даже американские айфоны, где исключительно eSIM и нет физической сим-карты, но при этом Apple не хочет добавлять eSIM в MacBook. Возможно, когда-нибудь это случится, но сейчас по старинке раздаем интернет с айфона. Опыт, конечно, прекрасный. Сначала найди настоящий безлимитный интернет, а потом еще доплати за режим модема. Иначе порежут скорость. Но ведь знакомая же тема, а хочется простого человеческого. Подключился, раздал, пользуешься. И ребята из SIM 2M эту боль поняли и сделали, кажется, идеальную симку. Без ограничений на трафик, скорость и раздачу интернета. А заодно и без всего лишнего. Нет тут ни звонков, ни смс, только интернет. А надо тебе просто используешь две карты. Основную для звонков, SIM 2M для интернета. Безлимитного интернета. Но главный прикол в том, что самому можно выбрать любого оператора из большой тройки, в сети которого будет работать симка. Пригодится, если у вас хорошо ловит только какой-то один конкретный. И в общем-то идете на сайт SIM 2M, выбираете сеть оператора, жмете «Получить QR-код», оплачиваете фикс 600 рублей в месяц и добавляете eSIM-ку в настройках. Простая регистрация без посещения офисов буквально пару минут займет. И, кстати, если eSIM у вас не поддерживается, обычные карты тоже есть. Главное не забыть выставить в настройках, чтобы сотовые данные шли через новую сим-карту, а не через основную. Узнать подробности и заказать SIM 2M можно по ссылке в описании. Вернемся к 15-му айфону, и сейчас я постараюсь сохранить ваши денежки. Вот что такое iPhone 15 Pro? Ну смотрите, 2012 год, выходит iPhone 5. Классный, красивый, мечта просто. А потом через год показывают 5s. Вроде бы тоже, но этот телефон оказался куда круче и долговечнее. Хотя вроде бы тот же смартфон. Такая же история была с 6 и 6s. Для тех, кто забыл, Apple такой нейминг использовали до 11-го айфона, потому что в один год был прорывной iPhone, потом его допиливали. Но после выхода 11-го, видимо, Apple решили, что у них теперь каждый iPhone прорывной. Хотя это, конечно же, не так, потому что 13-й iPhone — это допиленный 12-й, а 15 Pro — допиленный 14 Pro. Поэтому когда-то популярный двухгодичный цикл обновления все еще актуален. Да, на замену хирургической стали пришел титановый сплав, который очень любят в космической и в той же медицинской отрасли. Материал этот прочный, устойчив к нагрузкам, и ему не страшна коррозия, где-то всплакнула малиновая лада. Apple в прошлом году выпустила Apple Watch Ultra из титана, протестировала все хорошенько и применила знания на айфоны. Приносит ли это какую-то практическую пользу? Да, вес стал легче, об этом я уже сказал. Ну и во-вторых, это грани. У кого были проблемы и руку резало, сейчас стало однозначно лучше. Но вы много пользователей айфонов видели, которые носят телефоны без чехлов. То-то же, поэтому и вся красота титана сходит на нет. Понятное дело, все красиво, все классно. Коррозия и так далее. Кнопочка вот эта новая сбоку. Но тут по классике будет. Покупаем телефон за 200 кэсов, а потом уже чехол с Алика за 300 рублей. Ну, жиза же. Кто-то, конечно, шиканет по полной и возьмет новый чехол Fine Woven. Кто вообще это название придумывает? Как это переводится? Прекрасный Вован? Новые чехлы выполнены из синтетики, так же как плетеные ремешки Apple Watch. Больше никакой кожи. Даже кошельки MagSafe теперь из этого же материала. А он очень хорошо мокнет, он очень долго сохнет. Это, по сути, тряпка, а не чехол. Вот интересно, что будет, если винищем его залить. Хотя вот эти чехольчики западные журналисты очень хвалят, говорят, приятные. Ну, все-таки экология, куда без этого. Так что дополнительно 10 на чехол надо отложить. Хорошо, ну как еще отличается новый iPhone от старого? Конечно же, по боковой кнопке, которая заменила привычный нам тумблер выключения звука. Точнее, включения бесшумного режима, который существовал с первого айфона. Я лично к этой штуке не привязан. Мне она вот как-то по боку. Но то, что это гениальная вещь, которую многие любят, с этим соглашусь. Сейчас кнопка универсальная. Ты туда что хочешь настраиваешь. Но это же, по сути, просто кнопка. Мы такое видели в андроидах много раз. И самое главное, что нет никакой инновации. Потому что вот если бы они все кнопки сделали сенсорной, с таптик-откликом, вот это было бы круто, это было бы оправданно. А сейчас, опять-таки, копируют Android. Может, что-то еще? Рамки. И вживую они действительно стали тоньше, особенно вот с этим закругленным стеклом. Прям очень классно. Но сказать, что это как-то повлияет на практику, на использование в жизни, да нет, ну просто вот мы достигли уже совершенства, предела. Да, они стали тоньше, были 2,2 мм, теперь 1,55, на 70% их уменьшили. Круто, вопросов нет. Но не особо и важно. Ну и, наконец, все же главное отличие кроется на нижнем торце. Это Type
Type-C с версией USB 3.2 Gen 2 до 10 гигабит в секунду. Очень быстрый. Но если хочешь быстро, правда, придется прикупить и кабель отдельный, потому что тот, что идет в комплекте, он у нас с USB 2.0. И это очередной прорывной прорыв от Apple. Хотя еще в том году они могли спокойно добавить Type-C, но чем бы они удивляли в этом году? Правильно, ничем. Но уже сейчас известно, что Apple не стала продлевать программу MFi Made for iPhone, поэтому сюда подойдут любые кабели от любых производителей. Поэтому, если хочется быстро, не обязательно покупать оригинальный там за $70, можно Белкин взять за 30. Или вообще какого-то китайца, главное, чтобы он не сгорел. И все будет работать. И сам Type-C работает так, как должен. Хочешь реверсивную зарядку, пожалуйста, можешь подключить хоть Android, хоть наушники, хоть другой iPhone. И самое главное, что айфоны будут понимать, у кого меньше заряда, тот и будет заряжаться. Но правда, если у вас оба айфона с Type-C. Если вы подключаете новый iPhone к старому, понятное дело, что будет заряжаться тот, у которого Lightning, потому что Lightning обратную зарядку не поддерживает. Ну и стоит, наверное, заметить, что сама по себе реверсивная зарядка всего на 4,5 ватта. Но это уже хорошо. То есть за Type-C Apple реально хвалю. Кайф. А теперь немножечко вернемся в реальность. Вот такой iPhone Pro Max в России можно будет купить где-то за 200-250 тысяч рублей. И за эти деньги вы не получаете быструю зарядку. 27 ватт, да, более-менее, но как-то получше бы хотелось. Вы не получаете новый ширик, новую фронталку, они остаются старыми. Вы не получаете открытый доступ к NFC, то есть вы не получаете Apple Pay в России. Вы не получаете сторонние магазины приложений, а потому приложения банков у вас будут в вебе, в браузере. Да и с iOS 17 многие приложения тех же банков попросту не работают. А еще вы получаете точно такой же дизайн с титановой рамкой, которую вы упакуете в чехол. И смысла в России покупать iPhone сейчас как будто бы нет, по крайней мере, за такую цену. Вот такие мысли. Пишите в комментариях, согласны вы с ними или нет. Такая история. А еще поговорим, конечно же, отдельно про 15 iPhone. Вот там есть что обсудить.